Переработка нефти требует больших затрат сырья и водных ресурсов, поэтому нефтеперерабатывающие заводы обычно строятся вблизи месторождений углеводородов, трубопроводных распределительных станций и портов. На нефтеперерабатывающий завод сырье поступает, как правило, по трубам. Здесь нефть нагревают в трубчатых печах до газообразного состояния, а затем перекачивают в ректификационную колонну. Сама по себе нефть представляет смесь нескольких тысяч различных насыщенных углеводородов. В процессе переработки их отделяют друг от друга, получая дистилляты. Различаются два типа нефтепереработки. Топливный, в процессе которого производят моторные, а также котельные топлива, и топливно-масляный, в процессе которого получают смазочные материалы. Переработка нефти основывается на различии температуры кипения ее компонентов. Поэтому дистилляцией сырьевую нефть можно разложить на составляющие. В ректификационной колонне пар поднимается вверх и остывает. Когда какой-либо из компонентов сырьевой нефти достигает температуры кипения, он начинает оседать на тарелках колонны в виде жидкости. Эти дистилляты, то есть фракции, попадают в сборный резервуар. В нижней части колонны при наиболее высокой температуре оседает дизель. На уровнях выше в колонне конденсируются вещества с более низкой температурой кипения, как, например, бензин. Из самой верхней части колонны отводятся газообразные составляющие, например, метан или этан. Остаток фракционной дистилляции, мазут, выводится из нижней части колонны. После повторного нагревания он может быть подвержен дальнейшей дистилляции. Так получают смазочные масла. Сегодня только небольшую их часть используют в качестве смазочных материалов. Из остального путем деструктивных процессов, то есть крекингом, получают высококачественное моторное топливо с низким углеродным и высоким октановым числом. Полученный в конце дистилляции остаточный материал, битумен, используют при строительстве дорог.